Здравствуйте, вы смотрите программу «Интервью дня» на телеканале ТУА-24, в студии Татьяна Рамазанова. Нашу жизнь уже трудно представить без потребительского кредитования. По данным Национального бюро кредитных историй, только с января по октябрь 2022 года в России выдано таких займов на сумму более 2 триллионов рублей. О том, как правильно брать и отдавать кредиты, поговорим сегодня с нашим гостем, региональным директором ПСБ в Туве Алдынай Мангуш. Здравствуйте, Алдынай Николаевна. Здравствуйте. Алдынай Николаевна, итак, потребительские кредиты, с которыми каждый из нас наверняка сталкивался. Что такое потребительский кредит и какие виды потребительских кредитов существуют? Это вид займа, который банк выдает своим клиентам на приобретение товаров и услуг. Например, вы всей семьей решили поехать на отдых, но собственных средств не хватает. В этом случае помочь может потребительский кредит. Как правило, главная особенность таких займов – это небольшой срок и сумма кредитования. Банк может выдать клиенту потребительский кредит целевой на приобретение конкретного товара, например, автомобиля. Такие заемные средства нельзя потратить ни на что другое, кроме как на тот товар, на который они получены. Также банк может выдать нецелевой потребительский кредит, когда заемщик получает определенную сумму и тратит ее по своему усмотрению. Алдынай Николаевна, люди часто встают перед выбором. Может быть, начать копить самостоятельно или все-таки взять кредит? Когда потребительский кредит выгоден? Здесь нужно исходить из своих целей. Все будет зависеть от того, насколько дорогим является товар и насколько срочно он нужен. Конечно, брать кредит выгоднее на товары долгого спроса. Например, клиент поставил цель приобретения автомобиля. Потребуется не меньше года, а то и больше, чтобы накопить нужную сумму. Год – это большой срок. Цены на товар постоянно растут, а ставка по оформленному кредиту нет. Поэтому даже с учетом выплаченных банку процентов, через какое-то время стоимость товара будет сопоставима с оплатой в кредит ранее. В таких случаях откладывать покупку, пожалуй, большого смысла не имеет. Также бывают обстоятельства, когда денежные средства нужны срочно, например, на лечение. Алдынай Николаевна, но бывает так, что не нужна людям машина, а задерживают заработную плату. И нужны продукты питания, какие-то продукты первой необходимости. В этом случае предусмотрены какие-то потребительские кредиты именно на такие случаи? В таких случаях лучше иметь под рукой кредитную карту. Платить за ее оформление и обслуживание не нужно. Лимит по таким картам небольшой. При этом у держателя есть необходимый резервный кошелек под рукой, который может использоваться в любое необходимое время. К тому же кредитная карта имеет определенный льготный период, в течение которого не начисляются проценты за потраченные с карты деньги. Предположим, у вас есть карта ПСБ 100+. Вы совершили покупки в продуктовом магазине, на заправке, в аптеке. По сути, взяли у банка небольшой кредит. Беспроцентный период у этой кредитной карты составляет более 3 месяцев. То есть все это время вы можете возвращать долг постепенно, при этом не платя за это проценты. Ежемесячно на карту нужно вносить только минимальную сумму – 5% от расходов. Есть среди банковских карт и кредитные карты с кэшбэком. Льготный период у таких карт, как правило, меньше, но зато на карту возвращается определенный процент за покупки. Например, ПСБ возвращает держателям своих карт двойной кэшбэк за покупки в рамках пакета привилегий. Клиент сам управляет и решает, с каких покупок получать кэшбэк выгоднее. Если покупка дорогостоящая и вернуть денежные средства быстро не получается, то тогда, конечно, лучше оформить потребительский кредит. Многие люди, которые хотят взять потребительский кредит или карту, боятся переоценить свои силы. Что нужно сделать, чтобы не попасть в долговую яму? Наверное, этот вопрос многих волнует. Да, здесь важно оценить свои возможности, рассчитать свой реальный средний доход за месяц и ежемесячные траты. Комфортным считаются выплаты, при которых
из семейного бюджета тратится не более 30% на кредит. Если сумма выше, то я бы рекомендовала уменьшить эту сумму за счет увеличения срока кредита. Предварительный расчет ежемесячной выплаты по займу можно произвести на сайте банка, либо обратиться к нашим персональным менеджерам. Какие условия по потребительским кредитам действуют сегодня в ПСБ? У нас широкая линейка продуктов, каждый может найти комфортные для себя условия. Минимальная ставка, которую банк на сегодняшний день предлагает, это 4,5%. Размер ставки и в каждом случае определяется строго индивидуально для каждого заемщика. Выгодные ставки и условия банк предлагает своим лояльным клиентам, держателям зарплатных карт ПСБ. Есть продукты, которые разработаны специально для отдельных категорий граждан: бюджетники, госслужащие, IT-специалисты и военные. Получить кредит можно от суммы от 100 тысяч рублей до 5 миллионов сроком до 7 лет. Алдына Николаевна, а вот требования к заемщикам, они какие-то особые? Стандартные требования. Потребительские займы выдаются физическим лицам, гражданам Российской Федерации. Для индивидуальных предпринимателей у нас отдельная продуктовая линейка. Возраст заемщика варьируется от 21 до 65 лет. Общий трудовой стаж от 1 года и 4 месяцев на последнем месте работы. В зависимости от выбранного продукта могут быть предъявлены дополнительные требования, например, к месту работы при оформлении кредита государственным служащим и бюджетным работникам. Человек взял кредит, все просчитал, 30%, все у него хватает, даже может быть имеется и кредит, и карта. Но вот поменялись у него жизненные обстоятельства, и не имеет он возможности платить по своим обязательствам. Какие-то решения банк может предложить в данном случае? При получении кредита мы предлагаем клиентам оформить страховку, которая как раз станет подушкой безопасности. Она защищает не только самого заемщика, но и его близких при наступлении непредвиденных ситуаций. Здесь стоит также отметить, что застрахованным заемщикам ссуда выдается под меньший процент. Также ПСБ постепенно снижает им ставку по кредиту на 1% ежегодно. Таким образом, можно уменьшить процентную ставку до 3% за 3 года. Также через полгода после оформления кредита заемщик может обратиться для оформления кредитных каникул. Это позволит перенести 2 ежемесячных платежа на более позднюю дату, продлив при этом срок кредита. Также через полгода после оформления займа клиенты ПСБ при возникновении финансовых трудностей могут обратиться за реструктуризацией по кредиту, когда может быть увеличен срок по кредиту с уменьшением ежемесячной выплаты. Банковская сфера достаточно гибкая. Ставки меняются. Взял человек кредит по одной, достаточно высокой ставке. Оформил кредит, а через какое-то определенное время, скажем, другой банк предлагает такой же кредит, но уже по более низкой выгодной ставке. В этом случае можно каким-то образом переоформить или рефинансировать, перевести свой кредит. Тогда вы можете рефинансировать свой кредит. В ПСБ это можно сделать по минимальной ставке и получить до 5 миллионов рублей сроком до 7 лет. Если даже у вас несколько кредитов в разных банках, вы можете их объединить в один и получить дополнительные средства сверх рефинансируемой суммы. Алдына Николаевна, давайте подумаем следующую еще вот такую ситуацию. Если человек все-таки решил не пользоваться кредитами, решил копить, но помнит о том, что деньги могут немножечко обесцениваться, банк ПСБ может предложить какие-то условия накопления процентные? Самый надежный способ сохранить свои денежные средства и приумножить – это банковский вклад. Это банковский инструмент, который дает гарантированный доход. Клиент заранее знает, какую сумму дохода он получит в конце размещения своих средств. Также вкладчик может быть уверен в том, что не потеряет свои средства, потому что вклады застрахованы государством. Для открытия вклада не обязательно иметь большую сумму. В ПСБ вклады открываются от суммы от 10 тысяч рублей. Срок вклада варьируется от 1 месяца до нескольких лет в зависимости от выбранного продукта.
Максимальная доходность, которую банк на сегодняшний день предлагает своим клиентам, это 8,2% годовых. Конечная ставка будет зависеть от того продукта, который был выбран, а также от срока размещения. Есть простое правило: чем больше срок, тем выше ставка. Также по некоторым вкладам у нас действуют дополнительные надбавки, например, для пенсионеров, для зарплатных клиентов, а также для клиентов, которые открыли вклад через интернет либо мобильный банк. Вы, как специалист, могли бы дать совет нашим зрителям, что нужно учитывать, на что ориентироваться при выборе банка, с которым ты хочешь сотрудничать? Когда речь идет о деньгах, конечно, нужно быть уверенным в финансовой организации. Обратить внимание на то, есть ли у банка лицензия, участвует ли она в системе страхования вкладов, имеет ли статус системно значимого кредитного учреждения, не терпит ли убытки. ПСБ на российском рынке действует, функционирует уже более 25 лет. Мы входим в список топ-10 банков России, входим в список системно значимых финансовых институтов. У нас большая, широкая филиальная сеть по всей России, и у нас есть продукты не только для частных клиентов, но и для малого и крупного бизнеса. Где жители нашей республики могут познакомиться с продуктами, с предложениями вашего банка? Информацию по всем действующим продуктам банка можно получить на сайте ПСБ. Также наши персональные менеджеры в офисе всегда готовы помочь с выбором продукта, который вам является наиболее подходящим, вклада или кредита. Большое спасибо, Алдына Николаевна, что нашли время, пришли в нашу студию, чтобы ответить на актуальные вопросы. Я напоминаю, что это была программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24. И сегодня мы обсуждали вопросы потребительского кредитования с региональным директором ПСБ в Туве Алдынай Мангуш. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.